В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях вторника, 19 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Европейский микрорайон в якутском селе. Мало кто верил, что после пожара в рекордные сроки смогут возвести новые дома и хозпостройки в Беськёле. Какие еще изменения ждут новоселов? Обновленная трасса. Завершен капремонт на федеральной дороге Вилюй. Работы затронули 3 района. Осторожно, тонкий лед. В Якутии продолжается месячник безопасности на водных объектах. Водолазы отработали спасение провалившихся под лед. В Ленске число заболевших коронавирусом растет. Ситуация ухудшается буквально с каждым днем. Наш корреспондент отправилась в рейд и проверила, как соблюдают масочный режим. Главная практика. Якутия делится опытом с Благовещенском. В Алданском политехникуме работают преподаватели Амурского центра опережающей профподготовки. Владимир Путин поручил подготовить предложение о распространении дальневосточной ипотеки на воспитателей детских садов, учителей школ и колледжей. Главное условие – проработать на Дальнем Востоке не менее 5 лет. Напомним, программа льготной ипотеки для Дальнего Востока заработала в декабре 2019 года. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, а также неполным семьям с несовершеннолетними детьми на покупку жилья или на строительство дома на дальневосточном гектаре. 1 миллион рублей планирует давать семьям Дальнего Востока при рождении 3-го и последующего ребенка. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить также предложение о выплатах на приобретение жилья. В документе отмечается, что 3-й или последующие дети при рождении должны быть зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа. Исполнить поручение Кабинет министров должен до 1 ноября. Кроме того, правительству поручено до 1 ноября подготовить предложение о выделении дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. Также глава государства поручил Кабмину вместе с органами власти макрорегиона до 1 декабря принять необходимые решения, чтобы воздушные перевозки в ДФО стали доступнее. Михаил Мишустин, в свою очередь, напомнил, что в начале этого года Кабинет министров выделил на эти цели 5 миллиардов рублей, что сделало полеты в Москву доступными из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку добавилось еще 2 маршрута в Читу и Якутск. Тем временем глава Якутии участвовал в семинаре совещаний по подготовке предложений в стратегию транспортного развития России, которую рассмотрит Госсовет. Айсен Николаев возглавил работу круглого стола, посвященного международным транспортным коридорам. По его мнению, активное внимание нужно уделить строительству портов на Тихоокеанском побережье, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. Это придаст новый стимул экономике всей страны в ближайшие десятилетия. Кроме того, глава республики поднял вопрос о определении единого оператора транспортного пути по коридорам Запад-Восток и Север-Юг. Для того, чтобы страна имела возможности новыми транспортными коридорами выходить. И это нужно на самом деле не только для развития экспорта, это очень важно для обеспечения в целом геополитической, геостратегической стабильности нашей страны, в том числе на Дальнем Востоке. Поэтому обсуждение идет очень интересное, и конкретные предложения, которые работа нашего круглого стола позволила нам сейчас сформулировать, мы обязательно в последующем будем обсуждать с правительством нашей страны. Отметим, экспертами круглого стола выступили представители науки, бизнеса, отраслевых профсоюзов, Министерства транспорта России, Государственной Думы, главы регионов. Выработанные предложения внесут на рассмотрение Госсовета с участием президента страны. Заседание Госсовета проходит сегодня в Москве. Главная его повестка – новая транспортная стратегия России до 2035 года. Переносимся в наш регион. Мало кто верил, что в рекордные сроки смогут возвести новые дома и хозпостройки в селе Беськёль. Беда, пришедшая в село в августе, не оставила равнодушных. Особое внимание погорельцам уделил лично президент Владимир Путин. На место по его поручению выехал полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Хроника событий и восстановленное село Беськёль в материале Мадины Халиковой.
Поверить в то, что в такие рекордные сроки возведут новые дома и в микрорайон села Бяскёль вернется жизнь, еще в августе поверить никто не мог. Беда, пришедшая в село 7 августа, не оставила равнодушными никого. Особенное внимание территории уделил лично президент Владимир Путин. На место по его поручению выехал полпред в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Но сомнения и настороженность у тех, кто в одночасье потерял все, сохранялись еще долго. Большая помощь. Это нас поддержало, и мы не пали духом. И сами как могли тоже помогали строителям. Все полностью вычистили, все территорию, все это. Субботники сделали. Илдархан сразу заверил, что к началу зимы будете жить в просторных, благоустроенных домах. Ну, это, как сказал, уже сделал. Семья Ивановых уже обустраивает быт. Завезли в квартиру мебель, технику, текстиль, предметы интерьера. Рассказывают, что помогали всем миром, а крупные промышленные компании выделили средства на строительство и для поддержки погорельцев. Решение строить дома из экологичных материалов, МХМ-панелей, принято исходя из сроков. 15 октября все дома сдали в эксплуатацию, а в понедельник в Бяскёле устроили общий праздник. 14 семей получили ключи от новых домов в торжественной обстановке. Мы благодарим за это, за постройку, за нашу радость, за жизнь светлую. Это всем, кто нам помогал, кто нам поддерживал, всем мы благодарим и всем желаем всего хорошего, наилучшего здоровья. Сдавать жилье начали 28 сентября. Тогда глава республики Айсен Николаев передал ключи семье Савиных. Затем новоселье праздновали в 5, а после еще в 14 домах. И уже сейчас можно констатировать, задача, поставленная главой, выполнена полностью. На всех этапах контролировал ход возведения жилья первый зампред правительства Якутии Дмитрий Бердников. Вице-премьер сам постоянно находился на стройплощадке во взаимодействии с жителями и подрядчиками. На этом можно сказать, что восстановление поселка Бяскёль, пострадавшего 7 августа от пожара, полностью завершено. Хочу напомнить, что мы строительством завершили 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров. На завершающей стадии вопросы компенсации людям, те, которые были предусмотрены и соответствующим образом оформлены документально. Конечно же, здесь мы все должны отметить роль главы республики Арсения Сергеевича Николаева, который своими быстрыми, четкими, своевременными решениями позволил, организовать эту всю работу. Сдают дома под ключ с отделкой, внутренним обустройством и необходимыми коммуникациями. Каждому участку провели свет, газ, а в доме отопление, горячая и холодная вода, санузел и ванная комната. Завели в микрорайон и высокоскоростной интернет. Село теперь не отличить от современного европейского квартала. А жителям вручили сертификаты на покупку мебели и бытовой техники. Данные дома, получается, находятся на свайной поле. Все дома благоустроенные, получается, газовое отопление, все входит. Строится очень быстро МХМ-панелями. Буквально за 3 недели один дом уже готов, получается, полностью с благоустройством, с отоплением, внутренней отделкой, наружной отделкой. Дома утеплены, пол, потолок утеплен базальтом по 30 сантиметров. Снаружи, получается, тоже утепление есть. От большого огня пострадали не только дома, стихия уничтожила сельхозтехнику, скот и целый животноводческий комплекс, снабжающий жителей села и ближайших муниципалитетов качественными продуктами. Как рассказывает владелец Алексей Петров, летом, стоя на пепелище своего дела жизни, думал, что на этом его предпринимательской деятельности конец. Опережающими темпами подрядчики возвели здание для ведения хозяйства, сдали объект раньше срока. Теперь в нем есть молочный блок и модульная котельная, современное оборудование, которое позволит нарастить объемы производства до 300 тонн молока в год. Я план этот год выполнил. Это уже где-то около 10 тонн остался. Да нет, меньше остался, наверное. Где-то 200 тонн я сдаю. Договор у меня 150, а так 200 тонн. Вот как-нибудь следующий год планирую второй, но не такой, а второй блок. Своими силами постараемся построить. Утраченный скот и технику в частные подворья тоже возместили. Каждому жителю выплатили компенсацию на возведение хозяйственных построек.
Жизнь в Бяскёль возвращается, и уже начинают работать предприниматели. Например, за моей спиной сейчас вы видите автосервис, который был уничтожен огнем. Но сейчас он уже полностью функционирует, и жители села смогут обслуживать здесь свою технику. Помимо строительства домов преобразилась и территория села, новые опоры освещения, водоотводные каналы, грейдированная ровная дорога, и у каждого участка свой забор. Помимо жилья восстановлено и улучшено качество улично-дорожной сети, работы по водоотведению, проезды каждому жилому дому. Проведена большая работа по восстановлению, реконструкции сетей газоснабжения, электроснабжения. В будущем в селе планируют построить новую школу и спортивно-культурный центр. С такой инициативой к Владимиру Путину обратился глава республики Айсен Николаев. Президент, в свою очередь, поддержал руководителя региона и пообещал помочь со строительством соцобъектов и выделением средств из федерального бюджета. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Бяскёль, Горный район. Идем далее. Новые правила подключения к газораспределительным сетям, утвержденные правительством России, вступили в силу. Так, догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях. Также сроки подведения зависят от удаленности домовладения от газораспределительной системы. В отдельных случаях их будут определять в индивидуальном порядке. Напомним, по программе социальной газификации в Якутии планируют подвести газ к почти 5000 домовладений. Завершен капремонт на федеральной трассе Вилюй. Дорожники работали на различных участках, охватывающих Нюрбинский, Мирнинский и Сунтарский улусы. Работы по капремонту вели не только на автодорогах, попутно отремонтировали мостовые переходы через реки Угуя и Черная в Сунтарском районе. Подробности у Ульяны Шагиной. Федеральная трасса Вилюй имеет важное значение для западной части Якутии. За оперативное управление дороги отвечает подведомственное Росавтодору учреждение Упрдор-Вилюй, силами которой в этом году завершены масштабные дорожные работы. В Сунтарском районе по этому поводу прошло торжественное открытие. Сегодня вводим в эксплуатацию объект капитального ремонта, проходящий по населенному пункту село Тайбахой. Объект современный, технологичный, с тротуарами, с пешеходным ограждением, 4 километра искусственного освещения. Все это будет влиять на безопасное, качественное пользование данной дорогой. Общая протяженность данного объекта в Сунтарском районе 10 километров. Отремонтированный участок пересекает транзитную дорогу в селе Тайбахой. Работы здесь начали еще в прошлом году, а закончили на год раньше запланированного срока. Для жителей села асфальтированная дорога стала настоящим подарком. Ремонт этой дороги для нас, жителей, очень важное событие. Я приехала в село после окончания учебы в 1983 году. Тогда этот участок только начали осваивать. И вот через 38 лет у нас появился асфальт, что очень радует. Ведь любая дорога – это путь к развитию. Поэтому мы все очень рады. Сдан и участок дороги возле поселка Заря. Это 1215-1225 километры федеральной дороги Вилюй. Из-за интенсивного движения машин на участке часто случаются ДТП. Поэтому этот участок дорожники решили сделать в первую очередь. Строили дорогу более 120 человек и 40 единиц техники. Работу приняли представители управления автодороги Вилюй. Мы сейчас планируем от Малой Батовьи. Как вы знаете, в прошлом году мы мост построили с подходами. И еще мы 25 километров планируем в этом году контракт заключить и в следующем году его ввести. Асфальт будут класть до поворота на Тась-Юрях. Окончательно сдать 100-километровый участок дорожники планируют в 2024 году. Между тем, в городе Нюрба также отремонтирована часть федеральной трассы. Это участок протяженностью более 10 километров, где дорожники установили наружное освещение, 10 светофоров и дорожные знаки. Кроме того, участок заасфальтировали. В последнее время мы видим, что на федеральной трассе постоянно проводятся работы по капитальному ремонту. И каждым днем вся трасса становится лучше и лучше. Качество дорог очень хорошее. Плюс еще мосты. Сейчас ждем мост Верхневилюйский. Тогда уже прямая трасса будет до Якутска зимой. Ну, осенью распутиться не будет. Раньше дорога это вообще плохая была, гравийка была. Где еще
ремонта еще не было, там грязь, застревали. Бывало, что сутками доезжали. Но сейчас уже, как мне кажется, 12 часов это максимум. Помимо магистралей, дорожные работы проводились и на мостовых переходах через речки Угуя и Черная в Сунтарском районе, где дорожники также провели капитальный ремонт. Ульяна Шагина, Айтал Колесов, Якутск, Сунтар, Нюрба, Мирный. 9 школ республики вошли в топ-20 Дальнего Востока по количеству поступивших в ведущие вузы России. Об этом на своем телеграм-канале сообщил глава региона. На первом месте рейтинга республиканский лицей-интернат, на третьем физико-технический лицей имени Ларионова, написал Айсан Николаев. В список также вошли городская классическая гимназия, Якутский городской лицей, Якутская городская национальная гимназия, 2-я, 31-я, 26-я и 17-я школы Якутска. Сейчас короткая реклама. Мы вернемся буквально через полминуты. Не переключайтесь. Продолжаем нашу программу. Министерство транспорта республики опубликовало примерный график открытия ледовых переправ. Первыми откроют участок трассы Колыма от Хандыги до Мигина-Алдана и участки дороги Вилюй, Верхневилюйск, Хоро и Нюрба-Кюндяди. Их ввод для транспорта массой до 4 тонн запланирован на 24 ноября. 5 декабря для автомашин также до 4 тонн будет открыт автозимник на отрезке Усть-Сунтар, а 10 декабря Крестях-Мирный. Переправы Якутск-Нижнебестях введут в эксплуатацию 5 января следующего года для транспорта массой до 10 тонн. Озвучили и уточненный прогноз по ледоставу на реках региона. Его предоставило Якутское управление гидрометеослужбы. Так, на реке Лени у гидропоста Хабарова появление ледовых явлений следует ожидать с 19 по 21 октября. А на участке Витим, Якутск, Кюсюр наблюдается шугоход различной интенсивности. Сегодня у гидропостов Нюя, Кангаласы и Джарджан позже нормы началось устойчивое ледообразование. На всем протяжении реки Алдан также образуется лед. На реке Тимптон, это правый приток Алдана, у гидропоста Нагорный в сроки близкие к норме образовался ледостав. Осторожно, тонкий лед. В Якутии продолжается месячник безопасности на водных объектах. С наступлением холодов и образованием на водоемах ледового покрова сотрудники ГИМС и службы спасения настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки воздержаться от любимого занятия. Сегодня спасатели провели традиционное учение, где отработали технику спасения людей, провалившихся под лед, рассказывает Дмитрий Темыров. Первый лед очень коварен, и выход на него категорически запрещен. Лед не прочен в местах быстрого течения стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляет собой полыни, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Поэтому в этом году традиционные учения прошли в акватории городского пляжа, где зачастую можно увидеть детей и рыбаков. По статистике, с начала года по республике Саха-Якутия зарегистрировано 8 несчастных случаев. Аналогичные показатели прошлого года, 15 было зарегистрировано в прошлом году. Уменьшение связываем прежде всего с профилактической работой. Спасатели отработали два вида оказания помощи. Первое – это с участием стороннего человека или спасателя. Второе – как вести себя, если вы провалились под лед. Во втором случае, когда человек проваливается под лед сам, тут самое главное, по словам спасателей, не паниковать и четко следовать инструкции. Не надо нервничать, паниковать. Расставляйте руки на ширине, дабы найти площадь. Пытаетесь спиной вылезти на лед, в лежачем положении, переворачиваетесь на живот и ползете медленно в берег. Ну а далее, по словам спасателей, необходимо снять с себя одежду, но не полностью. Сделать обтирание, растирание, шевелиться, разминать руки, приседать и другое. Главное, чтобы циркулировала кровь. Между тем, инспектора ГИМС продолжают проводить с населением профилактическую беседу и раздавать им памятки. Проводим профилактические беседы с гражданами, поясняем им то, что сейчас в данное время небезопасно на лед выходить. И совместно с администрацией города Якутска работаем, выставляют предупреждающие аншлаги: осторожно, тонкий лед, выход на лед запрещен. Гражданам говорим, чтобы обращали внимание на эти аншлаги. Также по учреждениям школьным со студентами ходим,
читаем лекции по безопасности, информируем детей, студентов, горожан, то, что в данное время на лед выходить небезопасно. Но несмотря на это, взрослые люди должны пресекать игры и шалости детей на тонком льду, не оставлять их без присмотра. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах безопасности и последствиях нарушения правил. Для таких предусмотрен административный штраф. Между тем, месячник безопасности на водных объектах будет идти до конца этого месяца. Рейдовыми мероприятиями будут охвачены практически все водные объекты, расположенные рядом с населенными пунктами. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Семен Семенов, Якутск. Переходим к эпидобстановке. Еще 260 человек заразились коронавирусной инфекцией в Якутии за минувшие сутки. Так, в Якутске заболели 132 человека. В Мегино-Кангаласском районе 14 заболевших. Продолжает антирейтинг Алданский район, где 11 случаев. В Вилюйском и Намском районах по 10, в Амгинском и Кобяйском по 9. В Верхневилюйском районе 7 заболевших. В Мирнинском, Тампонском и Усть-Алданском по 6. Еще в 12 районах Якутии от 2 до 5 случаев заражения. В Ленске число заболевших коронавирусом растет. Ситуация с каждым днем ухудшается. Переполнено инфекционное отделение, детское отделение. Причем дети стали болеть чаще, и болезнь у них протекает сложнее. Светлана Балеева отправилась в рейд по соблюдению масочного режима. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ленске не улучшается. Темпы вакцинации упали. Жители перестали носить маски. В связи с этим на оперштабе было принято решение о проведении профилактических рейдов по соблюдению масочного режима. Так, вчера сотрудники полиции побывали в крупных торговых центрах города и на центральной почте. В первую очередь они провели профилактическую работу, разнеся гражданам о необходимости ношения масок в общественных местах. К сожалению, большая часть ленчан оказалась на момент съемок без масок. Кто-то объяснял это тем, что он является вакцинированным, кто-то тем, что переболел, а кто-то и вовсе не знал, что ношение маски обязательно. Женщина, можно? Патрульно-постовая служба, старшина Еремеев. Указ главы Республики Саха-Якутия от 27 февраля 2020 года, знаете? Нет, не знаю. С указом главы о соблюдении масочного режима оказались знакомы не все. Тем самым несознательным ленчанам были выписаны протоколы об административном нарушении, а также дано устное предупреждение, после которого следует штраф. Рейды сотрудниками полиции будут продолжаться и дальше, еженедельно. И к нарушителям в следующий раз будут приняты более жесткие меры. Рейдовые мероприятия будут продолжены? Да, конечно, будут направлены больше на более ужесточение по этому проблему, потому что проблема эта никак не решается, люди также заболевают. Нужно с этим бороться все вместе. Много ходит людей, много кому делали, как будто не знают, у кого нет интернета, кто не ознакомлен с этим, поэтому показывали, прочитывали, ознакомливали людей, но предупреждали на будущее. Штраф в дальнейшем идет от 5000 рублей. Нельзя не сказать, что ни в торговых центрах, ни на почте, где проходит большой поток населения, не оказалось продажи масок и не были предоставлены антисептические средства. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К другим темам. Якутия делится опытом профессионального образования с Благовещенском. В Алданском политехникуме работают преподаватели Амурского центра опережающей профподготовки, действующего под эгидой Государственного университета. В минувшем учебном году в Алданском политехникуме впервые прошел демонстрационный экзамен по специальности метрология и КИП. Тогда у организаторов вопросов возникла масса. Результатом, однако, все остались довольны. В настоящее время к аналогичному экзамену готовится Амурский госуниверситет. Мастера производственного обучения политехникума ознакомили гостей с профильным оборудованием, а также рассказали о критериях и модулях демоэкзамена. По словам преподавателей университета, практический опыт оказался весьма полезным. Подчеркнули здесь очень много нового, полезного для нас. То есть это в плане ведения документации, то есть как она ведется, в каком количестве, то есть полностью пакет документов, которые необходимо собрать для демоэкзамена, мы здесь это рассмотрели. Также непосредственно познакомились с оборудованием, которое предстоит работать, то есть какие тонкости, особенности, нюансы оно имеет. Полностью процедуру проведения демоэкзамена также рассмотрели здесь. То есть это все этапы, процессы, которые проходят в демоэкзамене.
В Якутске у Теплого озера сегодня открыли сквер молодежи. Идея была предложена победителями деловой городской игры «Мэр-2020». Реализовать ее получилось по программе поддержки местных инициатив. Сквер оснащен скамейками, качелями, пандусом для маломобильных граждан и урнами для раздельного сбора мусора. Также в сквере установили арт-объект, который транслирует бережное и осознанное отношение к окружающему миру. В скором времени планируют установить стоянку для велосипедов. Идею такого сквера предлагали еще студенты во время воркшопа. Студенты, архитекторы, инженеры. И мы решили объединить наши усилия. И вот концепцию сквера молодежи большого мы совместно с нашей идеей арт-объекта, такого сквера, который бы обозначал осознанное, ответственное отношение к окружающему миру, мы объединили и реализовали с нашим архитектором-дизайнером молодым Викторией Минаевой. И потом на территории управы округа мы решили выбрать все-таки берег нашего Теплого озера, который очень любит наша молодежь. Я сама закончила наш университет федеральный, и это место считается знаковым, символическим. Также здесь, например, будет еще скоро открываться и сквер выпускников, то есть сквер молодежи, сквер выпускников, и еще, по-моему, в следующем году планируют сквер влюбленных открывать. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Берегите себя, всего доброго и до свидания.